Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Якутия принимает гостей самых крупных спортивных соревнований страны текущего года, 8-х спортивных игр «Дети Азии». Торжественная церемония открытия игр состоялась 26 июня на стадионе Туймада имени Николая Тарского в Якутске. Игры «Дети Азии» продлятся по 7 июля этого года. Интересным факт: главным судьей нынешних игр стал выпускник этих самых игр «Детей Азии». И он сегодня гость нашей студии. Мирей Акшалов, главный судья 8-х спортивных игр «Дети Азии», участник Олимпийских игр в Пекине, чемпион мира и Азии по боксу. Мирей Талигенович, здравствуйте, приветствую вас от всей души в нашей студии. Ну, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Спасибо большое. Ну и давайте поговорим. Вы выпускник 3-х игр «Дети Азии», чемпион мира и Азии по боксу, были в составе команды Казахстана. Расскажите о том моменте, когда это происходило все, что чаще всего вы вспоминаете, ну и какие успехи у вас тогда были. Это был 2004 год. Здесь проходил 3-е игры «Дети Азии». Я вот тогда был участником. Ну, к сожалению, я первый бой проиграл Северной Корее в таком бою. Ну, запомнилось, что я помню то, что мы вот это открытие, парад открытия. Тогда мы были дети, мне было 16 лет, и для нас это как будто Олимпийские игры, ну, такого масштаба. Ну, проходил, я помню стадион, потом деревню помню, где мы жили, у нас там в столу ходили, у нас по карточкам было вот, ну, то, что запомнилось, и ринг, где мы выступали, у нас первые квалификационные вот эти были в этом Дом культуры, по-моему, на сцене мы боксировали, а финал, полуфинал, она была у нас в цирке была. Я вот это помню, то, что тогда, ну, это мой второй загран был за территорию Республики Астан. Я выезд тогда мне. Вот такого я чемпионом Казахстана был. И вот первый за границей я выступал в Баку, в Азербайджане. Там международный турнир Гайдар Али, вот тогда там второе место занял. И вот второй загран здесь, в Якутии, был у меня. Ну, наверняка вы видели уже очень многих спортсменов в разных дисциплинах. Скажите, ну, по вашему примеру, может ли кто-то из нынешних участников игр «Дети Азии» стать главным судьей игр «Дети Азии» в каком-то будущем? Да, это вполне возможно. Сейчас они, ну, как дети же, сейчас им по 15, по 16 лет через 12-16 могут они стать. Да. Но в любом случае какая-то спортивная карьера должна состояться, чтобы иметь понимание, да? Да, ну, чтобы то, что вот сейчас многие вот сейчас сюда приехали как почетные гости, ну, приезжают многие участники, призеры, чемпионы вот разных годов игр, вот «Дети Азии», они тоже достигшие для всех них был это первый старт такого большого масштабного турнира, а после этого они там есть олимпийские чемпионы, призеры Олимпиады, чемпионы мира, ну, победители таких международных арен, вот сюда приезжают сейчас как почетные гости. Мы вот союз здесь у нас выпускников «Дети Азии», мы вот собираемся, вчера в форуме участвовали здесь юных олимпийцев. Расскажите о нынешнем судейском корпусе. На параде он смотрелся, в принципе, весьма солидно и внушительно. Как шел отбор судей? Какими принципами руководствуются судьи, когда принимают участие в соревнованиях? И как разрешаются спорные ситуации? Потому что, ну, без этого в любом случае наверняка не обходится ни одно крупное соревнование. Ну, у нас главная судейская коллегия есть, да, это из 13 человек. И по каждым видам спорта, вот у нас 24 вида спорта, и в каждом виде есть свои главные судьи, главные секретари, ну, судьи, которые судят. В общем, здесь более 700 судей собралось по 24 видам спорта. Мы, получается, главная судейская коллегия, ну, сейчас проводится мандатка, вот команда приезжает, их регистрируют по каждым видам спорта у нас, ну, как, и мы, получается, наблюдатели, как ходим, наблюдаем, когда спорные моменты появляются, если вот в каждом виде свои судьи не могут прийти к какому-то решению, подключаемся мы в рамках
правил этого вида спорта, ну, рассматриваем и принимаем решения. Ну вот наши корреспонденты выясняли, что на прошлых играх спорных ситуаций было не так много, и решались они, ну, вот буквально тут же на месте, то есть никаких серьезных конфликтов не возникало. Вот за то время, которое прошло сейчас, ну, несколько соревновательных дней же уже прошли, было ли что-то, когда, ну, судьям нужно было Нет, вмешиваться? пока все объективно идет, все нормально. Пока таких обращений не было. В этом году 24 страны принимают участие. В первых играх в 96-м стран было всего 6. Как вы думаете, свидетельствует ли расширение географии о том, что вот этот стереотип о международной изоляции России, он разрушается? Ну, каждым годом больше и больше участников здесь собирается, больше стран, э, как бы сказать, она свою географию увеличивает, Дети Азии, каждым годом. Уже много стран хотят участвовать. То есть, если Международный олимпийский комитет как-то старается Россию изолировать, то Дети Азии, наоборот, географию расширяют и страны объединяют. Да, страны объединяются много. Спорт же, по идее, спорт вне политики, она не должна. Дети здесь, это тем более детский спорт здесь, дети здесь выступают. Ну, Ну да, безусловно, Профи- Дети Азии — это яркий пример того, что спорт обязан просто быть вне политики. Как вы считаете, какова роль Якутии в развитии детского олимпийского движения и много ли стран, по вашим представлениям, по вашему, может быть, опыту, которые в это направление вкладываются? ну, в Якутии видно, что здесь ну, много уделяет внимание детский спорт. Вот. Это, получается, вот, первый президент Якутии вот это, дал старт вот это Дети Азии. Вот благодаря Дети Азии столько здесь спорткомплекс построился. В наше время, когда мы 20 лет назад было, ну, были стадионы, сейчас еще больше, каждым годом строятся новые спортивные объекты. Это возможность детям заниматься спортом, ну, все условия делаются. Ну вот говоря об объектах спорта, как вы думаете, вот появляются новые объекты и число систематически занимающихся спортом людей, я не говорю, что обязательно детей, а вообще людей, то есть как-то напрямую это связано или нет? Ну, раз строится объект, раз возможности больше уже у населения заниматься спортом, она растет, получается. Больше объектов, больше людей, занимающихся систематическим спортом. Это уже не от возраста уже. И дети, и взрослое население, когда рядом такой стоит огромный спорткомплекс, почему не позаниматься, ну, вести здоровый образ жизни. Ну вот кроме Якутии вы наверняка очень много где побывали. На ваш взгляд, в других каких-то регионах, может быть, России или в других странах, есть ли такая же тенденция к тому, что люди хотят заниматься спортом и идут в спорт? Да, это, ну, везде сейчас же, как сказать, как мода пошла сейчас, все занимаются спортом, все здоровый образ жизни поддерживают, все, ну, сейчас даже вот, ну, у нас в Казахстане даже вот марафоны летом вот проводят, и столько участников, вот триатлон, это просто любителей, там ну, тысячами бегает, всякие благотворительные марафоны, вот я смотрю каждым годом во всем мире, ну, желающих заниматься спортом много. Ну, раз уж мы перенеслись с вами в Казахстан, у вас довольно-таки серьезная делегация, по-моему, больше 200 человек, да? Да, самая большая, по-моему, делегация из всех, ну, таких заграничных команд, это у нас. Расскажите, как дела с детским спортом у вас в Казахстане? Да, у нас тоже развивается детский спорт. Ну, у нас президент массовому спорту уделяет внимание очень. Мы должны развивать массовый спорт, сказал. И вот у нас очень сейчас в таком темпе развивается спорт. Для спорта, для занятия спортом, ну, все условия делаются для простого населения просто заниматься спортом и для национальной сборной. Ну, все объекты строятся мирового стандарта, ну, все условия сейчас делаются.
А какие виды спорта пользуются большей популярностью? То есть какие-то традиционные или все-таки республика национальные виды спорта? И национальный у нас казахша күрес, у нас национальный көкпар есть. Ну, основной вот казахша күрес, она тоже очень сильно развивается. И у нас единоборство очень, ну, с давних времен у нас бокс, виды борьбы хорошие у нас. И другие сейчас у нас тоже развиваются потихоньку такие виды, ну, циклические, то есть, спортивная гимнастика сейчас на Олимпийских играх у нас тоже хорошую лицензию завоевали. И пулевая стрельба, и стендовые стрельба, они у нас тоже сейчас на Олимпийских играх тоже почти полным составом, ну, как выступают, потому что на азиатских играх очень хорошо выступили у нас. Виды борьбы, дзюдоисты едут. Ну, у нас как номер один спорт считается, это бокс. Все-таки бокс. Бокс, да, потому что у нас, как мы получили свою независимость, вот начали участвовать с 96 года на Олимпийских играх, у нас бокс почти во всех Олимпийских играх было золото. Только вот в Токио у нас был такой, плохо выступили, ну, 2 бронзы только взяли. И вот сейчас едут взрослые мужчины полным составом, в 7 весовых категориях у нас 7 лицензий, а женский бокс из 6 3 завоевали лицензии. 10 человек едет на Олимпийские игры бороться за золото. Я прекрасно понимаю, что вы главный судья, вы должны и обязаны быть беспристрастным абсолютно. Но, тем не менее, я еще раз подумаю о том, что вы видели уже много соревнований. Есть ли какие-то команды или, может быть, отдельные спортсмены юные, ну, которых вы считаете, ну, более перспективными? Или все-таки все покажет? Все покажет сейчас соревнования. Ну, в принципе, у нас все приехали за медалью. Все готовы бороться за медаль. Ну, у нас, как сказать, бахшавом, кто будет готов, на кого удача улыбнется, тот станет чемпионом. Но все медалистами не станут, но кому суждено, тот выиграет. Ну что ж, я от всей души желаю вам и всему вашему судейскому корпусу, чтобы игры прошли без каких-то серьезных инцидентов, скажем так, спортивных. И еще раз огромное спасибо, что пришли к нам. Спасибо большое Международному комитету «Дети Азии», Министерству спорта Якутии, президенту Республики Якутия. Спасибо, что дали мне возможность такое, чтобы посудить. Всем удачи, чтобы без травм, чтобы дети все довольные уехали домой с медалями. Да будет так. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». У нас в гостях был главный судья спортивных игр «Дети Азии» Мирей Акшалов. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.